наблюдал всех на устах, и тут все, наверное, депутаты городской думы. На прошлой неделе в пятницу мы рассматривали его на комиссии по городскому хозяйству и экологии. Были уже у нас некоторые предложения, в частности, мы тоже говорили о том, что необходимы изменения вносить в этот закон, потому что с этим законом мы долго не проживем. Абсолютно согласна с Еленой Карловной, что она сказала сегодня по этому закону. Во вторник у нас была встреча с главой города, где также поднимали этот вопрос. И вчера на сессии депутата городской думы Светлана Валерьевна сказала: мы, несмотря на то, что денег нет, мы сегодня продолжаем эту работу. Мы делаем это в нарушении федерального закона за счет местного бюджета. И сегодня эта работа продолжается. Я думаю, что сегодня действительно надо поддержать департамент ЖКХ, жилкомсервис и ту работу, которую они сегодня ведут. Действительно, им сегодня нужны помощники, потому что остальным трудно справиться. В марте будет список государственного собрания КНР, где уже можно ставить вопрос об уточнении бюджета на будет стоять. У нас вчера с некоторыми депутатами государственного собрания КНР тоже было обсуждение этого вопроса, они готовы это рассмотреть. А я думаю, что Валерий Алексеевич необходимо создать какую-то группу, чтобы работать над изменением, внесением изменений в этот закон. И, возможно, сейчас некоторые регионы это делают, выходить на объявление отсрочки этого закона, на моратория на какое-то время. Потому что сегодня у вас есть в стране такие проблемы, и мы сегодня действительно не одни. И я думаю, в Государственной Думе там есть депутаты наши, от нашей республики, которые всегда нас поддержат в решении этого вопроса. И сегодня нужно параллельно вести работу сегодня и по собакам, то, что сегодня ведет уже окружная администрация, и в то же время работать над внесением изменения в закон. Это долго, это не очень, наверное, процесс такой серьезный, но учитывая, как сегодня стоят дела на территории страны, я думаю, что